Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто за вами тайно следит? Кто за вами наблюдает? Если тема актуальна, интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. А вы вообще интересная персона. За вами следят и наблюдают постоянно, регулярно. И наблюдают разные люди по разным причинам. Вот так идет. Так. Давайте я вот еще на оракуле посмотрю прямо сейчас. Вот основную персону. Вот кто основной наблюдатель. Чтобы было легче и проще, и вам понять, и мне разобраться во всех этих хитросплетениях, потому что уж слишком какой-то сложный рисунок пошел. Кто следит, кто тайно наблюдает. Вот основная персона, основной посыл. Тхо. Карта жизни и смерти. Девочки, это тот, кто в вашей жизни был и кто в вашу жизнь хочет вернуться. Человек ушел от вас, либо покинул ваш предел, как черный ангел. То есть по ошибке, по глупости, по предательству, по обману. Знаете, как больно сделал, да? Больно сделал человек. Теперь человек наблюдает, желая вот по ребеночку вернуться, вот вернуться снова в новом ключе, в новом виде для возобновления ваших отношений. Человека нет в вашем поле зрения, но он всегда следит за вами. Плюс ждет удобного момента для того, чтобы возродиться рядом с вами. Так, у кого-то отыграется, что это ваш близкий человек, родственник, который желает, ну не знаю, помочь, вовремя вмешаться, но которому вы не позволяете втискиваться в вашу жизнь. Да? Возможно, это мама, отец, может быть, там старший брат, сестра. Вы, например, поссорились из-за этого, что человек слишком уж назойливо влазил в вашу жизнь с советами, с предупреждениями, с какими-то запретами. И теперь человек издалека наблюдает, потому что считает вас ребенком, да, боится за вас и переживает. Так, ну, в принципе, аркан неплохой. Главное, что мотив слежки, он очень позитивный. Да? Вернуться, возобновиться в новой роли, под новым качеством, либо для того, чтобы вас защитить и уберечь от каких-то нехороших моментов. Так, ну теперь все стало на свои места. Смотрите, меня просто очень смутил этот жезл и вот это огромное сердце. Да, просто когда в голове у меня не очень это компоновалось. Ну, давайте разбираться. По жезлу. Ну, тогда жезл — это ваш характер. Это ваш стержень, это те принципы, по которым вы живете. Из-за ваших принципов, из-за вашего характера, из-за вашего поведения, стиля в жизни за вами люди следят и наблюдают. С правой стороны с любовью следят и наблюдают, знаете, с таким обожанием, желанием, возможно, подчерпнуть у вас самое лучшее, самое важное и самое, скажем, полезное. А вот с левой стороны
с левой стороны, это те, кто, ну, допустим, да, человек завидует, сам ничего придумать не может, сам ничего в жизни сделать не может, абсолютно там никчемный, бесталанный, он смотрит на вас, вас, допустим, ненавидит за то, кем вы являетесь, чего добились, что в жизни смогли сделать. При этом пытается ваше брать, да, либо под вас косить, подражать. Да, такой момент тоже есть. Да, знаете, что завидуют страшно, но при этом эти люди к вам прилипли, либо они уже без вас не могут. Вдруг вы пропадете, исчезнете, у этих людей просто рухнет мир. Они, как малые дети, будут беззащитны, не будут понимать, что им делать, как им действовать. А так, видите, паразитируют на вас и за ваш счет, ну, грубо говоря, выживают. Знаете, а вот с этих людей спросят за вас. Спросят за вас. Здесь он уже как черти к ним крадется. Видите, вот с рогами, с копытами и с хвостом. Какие-то большие-большие неприятности ждут тех, кто вас не любит и при этом вашим пользуется. И причем это случится, ну, в самое ближайшее время. В самое ближайшее время, это где-то месяц, а может и того меньше. Понаблюдайте, понаблюдайте за такими гонористыми и проблемными людьми. Будет чему удивиться и, конечно же, будет чему порадоваться. Так, ну давайте еще вот с этими добрыми людьми. Смотрите, есть человек в вашем окружении, кто пытается, ну, не наблюдать, а, допустим, навести о вас больше справок, больше о вас узнать. Узнать о том, что вам нравится, что вы любите, чему отдаете свое предпочтение. Здесь человек хотел бы сделать вам по убанту очень хороший подарок. Подарок, который бы выразил чувства, искренние чувства этого человека. Это может быть и женщина, и может быть мужчина. Мы не говорим про любовь, мы говорим про чисто человеческое вот это качество благодарности, доброты и желание вот проявить всю глубину и полноту своих чувств. То есть кто-то в ближайшее время сделает вам грандиозный подарок. Что-то дорогое, что-то необычное, знаете, поражающее фантазию. Мне вот такой подарок идет, потому что бант очень большой, и еще он вышел у меня в горизонте. То есть, ну, совершенно будете не готовы, и вам, в принципе, возможно, в жизни никто ничего подобного не дарил. Вот. С этой целью человек за вами наблюдает, либо человек о вас расспрашивает, наводит справочки, да, чтобы не ошибиться и уж точно вас порадовать. Грандиозный момент. Кстати, это тоже вот прям самое ближайшее будущее. Так, еще. Вы у меня вот находитесь под защитой. Вы видите, вот фигурка женщины в таком вот стеклянном, под стеклянным таким колпаком. Это защита. Защита вправо ушла, значит, то есть это добрые силы вас защищают. Ангелы, духи рода, ваши врожденные способности, да, которые помогают вам по жизни, уберегая от больших бед, ну и отводя, да, от каких-то опасностей. Так, еще. Вообще я вам сейчас тайну раскрою, да, секретик такой раскрою. С кем бы вы ни общались, с кем бы вы ни встречались на протяжении всей своей жизни, вы всегда оставляете о себе неизгладимое впечатление. У людей хороших, добрых, открытых это очень плюсовое впечатление, да? Впечатление, которое подбадривает, будоражит, добавляет хороших позитивных моментов. У людей негативных, ну, это всегда зависть. Поверьте, другого варианта я не вижу, только лишь зависть. Я вижу, прям люди лютуют, да, думая о вас, либо вспоминая о вас. То есть вы как лакмус, который проявляет человеческие качества. То есть хороших людей вы своим вниманием, своим присутствием, как бы возможностью познакомиться, вы делаете счастливыми, вот, проявляя их сильные качества. Ну, а негативных людей вы высветляете, вот всю их грязь высветляете. У вас вообще, у меня такое впечатление, что вся
все связи, все знакомства, все поделены, да, на хороших и негативных людей. Кстати, у вас высокий уровень чувствительности на людей. На плохих людей у вас какая-то идет реакция. Вот прям вы ощущаете, вы не понимаете себя, да, но ощущаете, вот какое-то негативное идет ощущение в теле, там головная боль, там какой-то рвотный рефлекс, в принципе, там тошнота та же. Вот не хочется, либо вы с человеком встретились и чувствуете себя опустошенным. Вот это негативные. Позитивные люди, наоборот. С позитивными людьми вы как расцветаете, вы раскрываетесь, вам хочется общаться, вам хочется что-то, ну, не знаю, передать, поделиться, наоборот, принять, выслушать. Этот момент у вас очень четко прописался. Так, переходим к центровой фигуре. Вот этот человек с пробоиной в левом боку, с какой-то тяжестью, с какой-то химерой. Химера повисла у него на левой руке. И здесь, в голове и в правую руку у него уходит сердце. Смотрите, девчонки, вы все разные, отсыпка общая. Сейчас я вам накину пару вариантов, а вы уж для себя понимаете, да, о ком и что я говорю. У кого-то из девочек отыграется, что это ваш бывший мужчина, который сделал неправильный выбор. Мужчина мог быть и мужем, мог быть и женихом, просто парень, с кем у вас была симпатия. Человек искусился, либо ошибся в выборе, выбрал себе какую-то химеру. То есть сам себе подписал вот прям такой договор на мучения, на муки, на страдания. Та женщина, которую он выбрал, либо с которой он до сих пор вместе находится, она, девочки, из него ну, буквально кровь пьет. Да? Она вон высосала у него прям дырку в боку, проела там ему печень, что там с левой стороны, там сердце разбила. То есть очень много негатива сделала. И человек, вот как дошло, понял, осознал, какую смертельную, глупую ошибку он совершил. Чем больше времени вы не видитесь, да, либо нет возможности контактов, тем чаще он думает о вас. Вот прям с каждым днем чувство любви крепнет у него в голове, в его душе. Понимает, что только вас он любил, что только лишь вы могли сделать его счастливым. То есть только с вами мог быть счастливым. Ваши чувства — это как бальзам. Бальзам, исцеление, радость, безграничная радость. Вот. Ну, ошибся, дурак. Теперь следит, ищет удобный момент, повод для того, чтобы объявиться на ваш порог. Вот он уже все решил. Все решил с той женщиной, как, знаете, закончено. Нет никаких иллюзий и нет никаких ожиданий. То есть однозначно сбрасывать этот балласт и идти вымаливать прощение у вас. Еще вариант. Девочки-мамочки, да, у кого сын, ну, скажем так, женился, да, либо с какой-то женщиной живет, и та женщина, она фурия, настоящая фурия, которая все сделала для того, чтобы вы рассорились, разругались, и для того, чтобы у вас как, практически не было контактов. Теперь ваш сынок сидит и думает: Господи, моя мамочка самый чистый и честный человечек, ведь она меня предупреждала, ведь она же хотела для меня счастья, а я вот с ней так плохо поступил, променял на девку свою мамочку, да, и вот он думает: вот надо мне как можно скорее, да, к мамочке своей, да, попросить прощения, вымолить, да, на коленках вымолить у нее прощение, а вот эту девку, да, куда-нибудь сбагрить, да, пинками выгнать из своей жизни. То есть дошло до вашего мальчика, что вы-то добра желали, да, вы же честно предупреждали, чтобы он не связывался с этой девкой. Вот, наконец-таки свершилось. Девчоночки, если сын, уже в руках дорога даже вышла, к вам дорога вышла. Вот. У вас тут и примирение будет, и вернется, и договоритесь, и пожалеете, и простите. Восстановятся ваши отношения 100%. Наблюдает, он не наблюдает, он скорее как готовится к поездке к вам, да? Улаживает вот эти дела с этой, значит, фурией, чтобы к вам ехать. Да? Может быть, живет в другом городе, ему нужно закрытым какие-то свои дела порешать, да? Вот балласт этот сбросить и к вам приехать. Вот. Радость будет, радость у вас от того, что ваш сынок избавился от этой пиявки. Ну, мягко скажу, да, пиявки. Так, и еще вариант. Это тайный поклонник.
мужчина, у которого было несколько шансов, либо несколько возможностей, чтобы к вам проявиться. И все эти возможности он профукал. Он не свободен, потому что все-таки на левой руке у него тут груз висит, то есть у него женщина рядом, либо это какая-то, допустим, да, жена, может быть, он с мамой живет, но жизнь там очень тяжелая. Вот. А он любит вас любит, он за вами наблюдает, потому что он хочет быть с вами. Вот. Человек все время просчитывает какие-то варианты, ходы. С одной стороны, очень хочется вам признаться в своих чувствах, с другой стороны, он боится вашей реакции. Понятно, что если человек женат, придет к вам, и вы скажете: слушай, а зачем ты мне нужен? Ты женатик, да, иди к своей семье. Вот. И думает: вот я сейчас сброшу груз, и тогда к ней пойду. Знаете, придумывают всякие романтические вещи, придумывают, как он будет вас добиваться, как он будет вам объясняться. Там, вдруг вы скептически отнесетесь к его чувствам, к его намерениям, да, как вот он будет поступать. Но в любом случае, вот из всех вариантов, что я перечислила, все они связаны с дорогой к вам. То есть человек четко для себя решил, что с этим наблюдением, слежкой я покончу, и я выйду на свет. То есть я себя обнаружу, что вот хочу быть с тобой, помириться, договориться, либо сойтись в любви. Вот ждите, мои хорошие, ждите, мужчинка 100% проявится. Так, если мы говорим о родственниках, родственники, с кем вы поссорились. Я так скажу, причина сама по себе надуманная. Все можно было заладить, можно было как-то срезать эти острые углы, но у вас характер, да, и, возможно, у вашего родственника тоже такой боевой характер, не зря вы родственники. Поругались на пустом месте, либо, знаете, как наслоение проблем произошло, и произошел взрыв. Вот. Вас однозначно любят, и вижу, что и вы любите. Но есть такие вещи, которые очень сложно принять. Да? И если бы вам протянули руку, конечно же, вы бы протянули в ответ. То есть ваш родственник, кто за вами наблюдает, мама, отец, брат, сестра, беспокоится о вас, переживает за вас. Тут, кстати, не исключены моменты, что есть люди, которые как передаточное звено, да, сообщают информацию про вас, о вас, либо даже как-то тайно передают вам помощь. Допустим, ваша мамочка, с которой вы поссорились, либо сестра, с которой вы поссорились, хочет вам помочь, знает вашу подругу, либо знает кого-то из ваших коллег, соседей, передает вам какую-нибудь вкусняшку, говорит: угости, скажи, что это от тебя, не от меня, а от тебя, да, угости. Либо знает, что у вас какие-то финансовые проблемки, говорит: передай денежку, да, скажи, что в долг даешь. Да, вот такие моменты могут быть. Понятно, что не у всех, но у кого-то именно так и отыграется. Вот. Здесь с примирением немножечко все по-другому будет. Смотрите, как я вижу. Человек, кто за вами наблюдает, скорее всего, какие-то проблемы по здоровью испытывает, либо идет обострение какой-то хронической формы у человека. Вот. Узнав, что ваш родственник болеет, вы переступите через свою гордость, забудете про обиды и к этому человечку поедете, да, поедете помочь, разузнать. И так вы помиритесь. Так вы помиритесь. У вас идет такой разговор, когда вам человек признается, что за вами подслеживал, да, целью быть в курсе событий и вам помочь. И вы посмеетесь, да, вы не будете нервничать, да, вы не будете злиться, вы наоборот посмеетесь над этим. То есть хорошее идет примирение, но немножко попозже это все произойдет. За родственника своего не переживайте. Серьезных проблем по здоровью я здесь не вижу. Да, может быть какой-то критический момент, но все это быстро рассосется, уйдет. Так, еще я хочу предупредить вас по поводу ваших этих недоброжелателей и завистников, которые за вами постоянно тут наблюдают, пытаются какую-то информацию использовать либо для себя, либо против вас. Вам бы защиту поставить на себя, либо поменьше, делиться планами, рассказывать о том, что вы делаете. Вот эти недоброжелатели, эти нехорошие люди, львиную часть информации о вас получают через кого-то. Не только наблюдая за вами, но и общаясь с кем-то, через кого-то. Может быть, даже через ваших друзей, знакомых, хитрым образом выманивая, выспрашивая информацию. Блокировать это можно только лишь, убрав этот информационный поток. Вот.
Либо попросите, чтобы ваши знакомые, ваши родственники никому ничего про вас не говорили. Да, так тоже может сработать. Вам вообще по судьбе всех этих, значит, конкурентов, соперников, соперниц, недоброжелателей, врагов победить. Ну, смотрите, такая вот у вас судьба, да? Негативных людей высветлять и бить, да. За вас, кстати, очень часто нехорошим людям прилетают, когда они пытаются вас обижать, либо обижают. Даже за мысли негативные о вас людей наказывают. Я же не зря вам сказала, да, что вы под защитой находитесь. К сожалению, на протяжении всей вашей жизни будут те, кто будут с завистью, да, наблюдать за вами, кто будет за вами следить и пытаться быть как вы, да, либо косить под вас. Ну вот такой вы яркий, уникальный человек. Вот сколько бы вам лет не было, как бы вы ни жили, все равно найдутся те, кто будет завидовать. Поэтому защита защитой, но обереги на себя, пожалуйста, ставьте. Это такая профилактика против негативных таких вот влияний, да, негативных бомб, назовем это так. Вот, потому что вижу, что происходит, вижу, что иногда вам это очень мешает и очень вас раздражает, расстраивает. Ставьте на себя защиту. Защиту можно на себя поставить даже и самостоятельно. Если это будет интересно, пишите в комментариях. И я к новой луне, сейчас просто нет смысла, да, у нас луна убывает, к новой луне я запишу для вас видео, как поставить самостоятельно дома на себя защиту. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.